Доброе и поистине праздничное утро сегодня для нас, работников телевидения, для вас, для нас, наши преданные, дорогие телезрители. В этот день, 8 октября 1963 года, впервые в истории телезрители увидели картинку с голубого экрана из самого центра нашей республики, родного города Якутска. С тех пор прошло ровно 57 лет. И сегодня якутское телевидение – это целая телерадиокомпания, которая имеет национальный статус. За это время мы перешли на новый качественный уровень. И прямо сейчас мы находимся в самом центре, можно сказать, аппаратно-студийный блок номер 5, откуда транслируется каждая передача. Здесь вы видите моих коллег, уважаемых инженеров, звукорежиссеров, редакторов и, конечно же, режиссер утренней передачи нашей Нина Бердыева сейчас сидит за пультом. Мы с ней обязательно поговорим чуть позже. Наряду с нами сегодня празднуют день рождения авиации Якутии. Для них это юбилейный год, 95 лет со дня основания, с чем мы их и поздравляем. Финансисты России сегодня также отмечают свой профессиональный праздник. Также сегодня день грамотности. Такие достаточно серьезные даты отмечаются сегодня, 8 октября, но все же это поистине праздничный день, поэтому давайте улыбаться, поздравлять друг друга, и пусть у нас все будет хорошо. Далее знакомимся с прогнозом погоды на день 8 октября. По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1 +1 градус. Днем ожидается +4 +6. В Заречье -1 +1 утром, днем +9 +5 градусов. В южных Улусах -1 -3 утром, днем +7 +9. В Вилюйских Улусах 0 +2 градуса, днем +3 +4. В Нижнеленских Улусах 0 +1 утром, днем ожидается +2 +4 градуса. В западных Улусах 0 -2 утром, днем +3 +6. В Колымы-Дигирских Улусах 0 -4 утром, днем -2 +3 градуса. В Янских Улусах -2 -6 утром, днем -2 +1 градусов. В северо-западных Улусах -4 -6 утром, днем ожидается -3 -5. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -2 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. А днем в городе Якутске ожидается +4 +6 градусов. Ну а для нас, для сотрудников компании, нас около 400 работников, телекомпания стала вторым домом. И ведущие, корреспонденты, режиссеры, операторы, звукооператоры, инженеры, все мы за это время стали одной большой семьей, потому что нас объединяет общее дело, и оно очень интересное и занимательное. И сейчас, как я и обещала, мы немножко пообщаемся с режиссером нашей программы Ниной Бердыевой. Нина, доброе утро, с праздником. Доброе утро, спасибо большое всем. С праздником. Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые пришла на телевидение, как это было? В 2006 году я закончила Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Правда, по специальности режиссера документального и научно-популярного кино. Проходила практику здесь, у нас в Якутске, на НВК «Саха», и у меня даже не было сомнения, что я сразу после окончания своего университета попаду сюда, на НВК «Саха». Но я думаю, что у каждого из нас есть случались такие ситуации, эфиры,
который мы никогда не забудем. Помнишь на своем опыте какой-то курьезный случай? Да, как раз очень интересный и забавный случай. Только-только я закончила свое обучение, еще совершенно неопытно, особенно в телевизионной сфере. И осенью, приехав сюда, в Якутск, меня сразу же, молодого специалиста, бросают, как говорится, на амбразуру, сразу на прямой эфир на новый день. Так. Я совершенно, конечно, была как растеряна. Еще тогда была у нас первая наша студия старая. В техническом плане она была не так оснащена, как сейчас. И свой первый эфир я вышла как-то раньше времени, подала сигнал через Москву, тогда передавался раньше времени. Вышла где-то на 2 минуты раньше 7 часов, и получается тогда у нас редактором была Сардана Плотникова, и показала ее раньше времени, ее связь с оператором. Там она немножечко улыбалась, флиртовала, и это, то есть, попало в прямой эфир. Рабочие такие моменты, да? Рабочие моменты. Тогда у нас был директором Руслан Васильев. Говорят, он как-то так отреагировал, но ему объяснили, что это совсем молодой специалист в первый раз, и меня как-то так простили. Действительно, это прямой эфир, и все может быть, да, Всё действительно, может быть, хотя у на нас, прямом эфире. Все, мы по таким микрофонным папкам работаем, но каждый раз прямой эфир – это адреналин, это драйв, и не знаешь, что будет в следующую минуту. Я согласна. А еще для меня прямой эфир – это вот как жизнь прожить. Целая жизнь проходит, потому что узнаешь много нового, встречаешь новых людей. На протяжении полувека мы вещаем для вас. За это время выпущено огромное количество различных проектов, передач, сериалов, ток-шоу и многое-многое другое. Ну а сколько еще всего ждет нас и вас впереди? Какая телепередача у вас любимая на нашем канале? Да, смотрю. Обычно какие каналы, передачи? Новости в основном смотрю. Всего удачи вам, успехов, чтобы все всегда смотрели ваши каналы. НВК Саха смотрите? С удовольствием. Да. А какие передачи? Лекториум. Поздравляю всю нашу родную телерадиокомпанию НВК Саха с юбилеем. Мы гордимся вами и всегда ждем ваших передач. Смотрю, но не очень часто. Когда попадаю на вас, всегда смотрю. Узнаешь новости Якутии, это очень важно, потому что больше других источников нет, газет я не люблю. Но интересно, там молодые ребята работают, интересные такие, креативные. И это тоже нравится, что всегда поднимают такие, хорошие проблемы, нужные, важные. Спасибо большое. Всего доброго. Мы не смотрим ничего, нам некогда, мы работаем. Нет времени с маленькими детьми смотреть телевизор, серьезно. Поэтому нет, не смотрим. Ни республиканское, никакое. Смотрим только мультики. Скажите, пожалуйста, смотрите ли вы НВК Саха или Якутию-24? Иногда, очень редко. А НВК Саха кто-то смотрит, кто-то нет. Сейчас знаете, какой период? Осень, уборка, школа и все. Когда есть свободное время, я смотрю телеканал НВК Саха. Мне нравится этот канал. Там интересные новости рассказывают. Ну а всем нам в марте пришлось подстраиваться, под новое время, под новые условия в жизни. На дистанционный онлайн-формат перешла и наша компания. Так мы не останавливали процесс работы и начали вещание, сидя дома. О том, как это было, расскажет главный режиссер нашего канала Мария Константинова.
Хочу отметить, что прошлый сезон был для нас очень непростым, для телевизионщиков. Начало сезона было как обычно, стартовало много новых проектов и достаточно многочисленных, масштабных проектов с участием старшего поколения. Вот. И, как всем нам известно, с марта месяца наступили ограничительные меры. Пришлось очень быстро и экстренно перейти на другой формат. Нам поставили задачу осваивать онлайн-телевидение, внедрить скайп-подключение. Очень много появилось у нас подключение с рюкзака. То есть нам пришлось закрывать эфир в условиях ограничительных мер. С другой стороны, хочу сказать, что если бы не вся эта ситуация с коронавирусной инфекцией, неизвестно, когда мы бы освоили все эти онлайн-форматы. У нас появились онлайн-выпускные, у нас появились онлайн-алгыс на всеми нами известный праздник ЭСЭХ. И надо сказать, что для нас это было что-то невероятное, что-то новое, и в этом, как нам показалось, какая-то изюминка была. Я думаю, что эти форматы, даже если, я очень на это надеюсь, конечно, что в итоге мы нормализуемся и придем к прежнему режиму, и у нас павильон опять будет приглашать большое количество гостей. И мы все-таки возобновим все эти проекты, которые нам пришлось приостановить. Какая-то часть онлайн-вещания все-таки останется. И самое главное, нам стало не хватать наших старших коллег. То есть в силу вот этих ограничительных мер нам пришлось перевести их на дистанционную работу. А старшие коллеги, они несли достаточно большую часть, большую нагрузку в нашей компании. И, пользуясь случаем, хочу в этот знаменательный день поздравить всех сотрудников компании с праздником, с Днем телевидения, с Днем якутского телевидения. И я надеюсь, что мы в дальнейшем так же быстро и так же активно будем переходить на новые форматы. Спасибо вам большое и дальнейших успехов. Ну а сейчас мы уже спустились в наш павильон, и добро пожаловать в нашу студию, откуда мы уже который год вещаем для вас в прямом эфире. Пожалуйста, мои коллеги-операторы уже готовы, ждут, как говорится, меня. А все наши прямые эфиры, любимые передачи, сериалы вы теперь можете смотреть в нашем мобильном приложении НВК Саха. Помимо этого, ознакомиться с последними событиями республики и даже стать мобильным репортером. Подробнее в следующем сюжете. Наша телекомпания запустила свое мобильное приложение, которое называется НВК Саха. Оно доступно на платформах iOS и Android. Сетки вещания нашей телекомпании не только информационные, но и развлекательные передачи, документальные фильмы, молодежные проекты, ток-шоу, сериалы и многое-многое другое. Благодаря нашему приложению вы сможете смотреть в прямом эфире передачи наших телеканалов, ознакомиться с программой передач в режиме реального времени, узнать все последние новости Якутска и республики на новостной ленте Якутия-24, а также предложить свои идеи для будущих телепередач или новостных сюжетов через сервис «Мобильный репортер». В новом телесезоне наших зрителей ждет реалити-шоу «Битте Бирге», «Басты», молодежная передача «Кёрчах шоу», кулинарный поединок «Лучший на кухне» и многое-многое другое. Как я уже говорила, скачать наше приложение можно на платформах iOS и Android. Оно занимает очень мало места, и приложение абсолютно бесплатное. Мы продолжаем наш эфир. 8 октября на календаре. Всем известная нам деловая игра «Министр» теперь имеет обновленное название «Таланты Якутии». На данный момент идет набор. К участию приглашаются все желающие. Об условиях и о конкурсе в целом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Степан Саргадаев. Степан Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Масочку сняли. Расскажите, пожалуйста, вот о данном мероприятии, о проекте, да, более подробно. Он уже имеет свою историю, ему 10 лет, да, насколько я знаю.
Спасибо за вопрос, Катерина. Ну, для нашей республики приоритетной задачей государственной политики является это развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи и формирование высокопрофессиональных кадров. В связи с этим для проведения таких значимых проектов в 2009 году была организована деловая игра «Министр» по инициативе Егора Афанасьевича Борисова. Чтобы сама игра послужила стартовой площадкой для многих руководителей республиканского и федерального уровней, ребятам позволила проявить свои таланты и, конечно, получили мощную образовательную базу. В прошлом году, в 2019 году, мы внесли существенные изменения в деловой игре «Министр». Мы изменили там условия, критерии оценки и другие. И в прошлом году охват участников была очень большая. Это 5700 участников. Также была разработана уникальная процедура оценки, критерии оценки. И также мы рекомендовали и участников к развитию. Так, но в этом году полностью деловую игру мы переименовали, обновили. Да. Почему переименовали-то? В конкурсе «Таланты Якутии». Это, мы видим это как следующий шаг к развитию и переформатированию, более крупный кадровый проект. Мы, включая эту игру, мы выявим и раскроем лидерские и творческие потенциалы молодежи. Также мы их погрузим в обучающую среду. И это станет эффективным инструментом по вовлечению молодых талантливых людей внести свой вклад в развитие Якутии. Так, ну, за 10 лет участвовало более 8 тысяч участников. Это очень много. Они всего в прошлом 2019 году победителями стали еще 50 человек. Мы их наградили образовательными сертификатами, который вот дает право еще раз повысить свои знания в образовательных площадках не только в нашей стране, и ее за пределами, таких как Массачусетский технологический институт, бизнес-школа Солбридж, Южная Корея, также престижные ведущие вузы нашей страны. Ну, в этом году мы планируем тоже дали старт в День государственности Республики 27 сентября. Оно пройдет до 26 октября. Это первый этап регистрации участников. Вот, пользуясь случаем, я хочу призвать молодых людей участвовать на нашем обновленном новом кадровом конкурсе «Таланты Якутии». Никто ничего не потеряет, все станете победителями, потому что у нас на этот раз есть очень хорошая образовательная инновационная программа. Вы отсюда уйдете только дополнительно возьмете знания успешными и мотивированными. Какой возраст участников? Да, только молодежь. Ну, не только молодежь. Участниками будут в возрасте от 18 до 45 лет. Это позволит нам выявить более уже состоявшихся людей, которые вот сегодня работают во благо нашей республики, чтобы им дать еще большой шанс для карьерного роста. И так, что еще? Наш конкурс пройдет в 4 этапах. Первый этап, как вот я отметил, это регистрация участников. Второй этап — это мы проведем тестирование на общее знание.
Плюс еще ребята представят видеопрезентации о себе. Третий этап — это уже более мы будем там выявлять лидерские качества и другие именно навыки участников. Такой с этими подвохами тестирование будет. Еще будет психологические тренинги и так далее. И в декабре месяце, в 4-м этапе, мы возьмем 300 лучших из лучших участников, которые пройдут финальные игры. Таланты Якутии, чем отличаются от деловой игры «Министр», там у нас будет очень хорошая, мощная образовательная площадка. Мы пригласим из федеральных очень хороших экспертов, они будут обучать наших участников. Мы разделим их в команды, они на месте, мы дадим ситуационные, по ситуации сделаем хорошие темы. На эти темы они командой напишут очень хорошие проекты. Так, и победители будут, абсолютных победителей будет 10, которых мы наградим тоже образовательными сертификатами. Также они войдут в молодежный и кадровый резерв республики. Все, кажись. Но заявки сейчас как раз-таки принимаются. Как можно подать заявку, куда обратиться и до какого числа? Операторами конкурса «Таланты Якутии» является наше министерство и Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Ребята могут подавать свои заявки через портал команда.сахагов.ру, могут обратиться через сайт Высшей школы инновационного менеджмента и через наш сайт министерства. Также еще хочу отметить, все этапы пройдут в дистанционном формате, и это позволит еще расширить, могут участвовать все желающие со всех уголков нашей Приглашаем республики. всех, кто всех хочет, да? приглашаю. Степан Анатольевич, спасибо вам, что пришли к нам этим утром. Удачного дня, плодотворной работы. Приглашаем всех принять участие в проекте «Таланты Якутии». Спасибо. А далее я передаю слово своим коллегам из якутского блока Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. А с вами прощаюсь. До завтра. Отличного всем дня и хорошего настроения.